Въезд по объездному мосту в Карабулаке открыт. Переправа была построена Минавтодором республики, чтобы не останавливать движение в город со стороны трассы М-29. К тому же на той стороне Карабулака городская администрация, проезд которой был бы сильно усложнен без моста. В течение 10 дней мы восстановили данный объездной мост. На кадрах результат обильных дождей в конце июня. В регионе был зафиксирован подъем воды до 3 метров. Тогда сильнее всех пострадала эта часть республики. В том числе смыло временную переправу в Карабулаке по улице Промысловая. В оперативном режиме Минавтодор республики приступил к устранению последствий стихии, и в короткие сроки движение по мосту было восстановлено. В течение вот этих 10 дней у нас порядка 5 дней тоже погода не позволяла нам работать ввиду того, что также были дожди. Соответственно, мы ждали снижения уровня воды, стабилизации вот этой ситуации. И как погода у нас более-менее, так скажем так, восстановилась, мы уже буквально в течение 4-5 дней восстановили данный объездной мост. Параллельно ведутся работы и по реконструкции старого моста. На данном этапе строители при помощи экскаватора меняют русло реки, после чего займутся устройством буронабивных свай. На них и будет стоять конструкция переправы. В дальнейшем уже растверка, потом уже по краям будет ригеля, и сам мост будет устроен тавровыми балками. Реконструкцию переправы начали в этом году. Подрядчику предстоит практически с нуля построить новый мост. Длина сооружения 48 метров, ширина около 15, 7,5 из которых проезжая часть. По проекту планируется обустроить двусторонний тротуар. Вот реконструкция Икажевского моста практически завершена. Одна из самых больших водных переправ готова к открытию. Еще немного, и движение по этому важному автомобильному объекту будет запущено. Около года строители трудились, чтобы привести старый мост в Икажево в такое состояние. Новое дорожное покрытие, водоотвод, тротуары, разметка – все это в ближайшее время смогут оценить автолюбители и другие участники дорожного движения. Сегодняшний день у нас осталось, асфальт уложили уже. Сейчас тротуары укладывают, асфальт, производят укладку асфальта. Осталось укрепить, устанавливать стойки под металлическое барьерное ограждение. Как полностью установим металлическое барьерное ограждение, разметку проведем, знаки дорожные установим и в ближайшие дни движение запустим. Теперь ни подъем уровня воды, ни обмеление Сунжи не повлияют на конструкцию моста. Все сделано на века. Новый мост будет отвечать требованиям безопасности, заверяют строители. За короткий срок они провели все работы. Начали с демонтажа старого моста, а далее установили буронабивные сваи. На каждом опоре по 10 свай глубиной 20 метров. И крайние опоры по 25 метров, но уже по 4. Дальше ростверки 3,40 на 12 и 2 высотой ростверки. А дальше уже стойки, опорные стойки. Под каждым ригелем по 4 штуки ставили для надежности. Строительство моста ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Для реконструкции выделили около 200 миллионов рублей. Обновление объекта позволит в разы увеличить грузоподъемность и его пропускную способность. Расширены также проезжая часть и тротуары. Протяженность моста 90 метров в длину, ширину 14,75 метра. Состав моста по конструкции мост, 2 тротуара по бокам метровых шириной, 3,75 метров, каждая проезжая часть, 2 проезжие части и охранная зона 2-метровая с 2 сторон. Узкая проезжая часть, неблагоустроенные тротуары и прилегающая территория, а самое главное – аварийное состояние. Все эти проблемы после реконструкции моста останутся в прошлом. Автолюбителям предстоит подождать еще совсем немного. Муслим Ганиев, Акрамат Тасхоев, Новости 24.